Витаю всех, друзья! Сегодня 23 апреля 2026 года, 18 часов по Берлину, 19 часов, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сегодняшний наш стрим называется «Паника в Москве. Эко-катастрофа и деморализация банд армии». Об этом и многом другом давайте поговорим. Напоминаю, как обычно, всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Будьте осторожны. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы, распространяйте ссылку на наш стрим, так как наш канал постоянно, бесперерывно, ежедневно подвергается разным всяким атакам. Отписки у нас идут, специально работают против нас. Ну и разные другие создают нам препятствия. Также наш канал запрещен на территории фашистской России. Соответственно, значит, мы говорим правду. А правду на России не любят. Потому что это страна лжи. Так, Эд, шалом, дорогой. Шалом, брат. Приветствую всех, друзья. И вначале, как и обещал, Леон, хочу вам рассказать о том, что происходит на России. Итак, пожар в Туапсе, Краснодарский край. Это последствия украинских дронов, ударов беспилотниками по нефтяной инфраструктуре. Он начался в ночь на 16 апреля, обратите внимание, это уже 7 дней 26 года, на морском терминале в резервуарном парке Туапсинского нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть». Роснефть это путинская. В принципе, вся нефть путинская и сеченская. Ну, немножко он там еще своим другим дружкам и разным своим подельникам раздал. Вторая атака произошла в ночь на 20 апреля, то есть 3 дня назад, и усилила пожар. По состоянию на 23 апреля 2026 года открытый огонь продолжается, хотя площадь немножко, как сообщается, уменьшилась. Дым и копоть от этого пожара растянулись до 310 километров над Черным морем и фиксируют спутники НАСА, доходит до Сочи, Горячего Ключа и даже до Ставропольского края. С чем я вас всех и поздравляю. 16 апреля был первый удар, как я уже сказал. 20 повторно наши уважаемые украинцы нанесли. Тушат уже несколько суток. Задействовано сотни пожарных, много единиц техники. Площадь возгорания немного уменьшилась. Полностью ликвидировать пока огонь не удалось. Дым от пожара, как я уже сказал, растянулся до 310 километров. Погиб 1 человек, 1,3 где-то пострадали, по разным данным. Повреждены десятки домов, по одним данным 52 частных дома и 8 многоквартирных. Школа, детский сад, занятия в школах и садиках отменены. В соцсетях жители жалуются на отсутствие полной информации от властей. Ну, в стране лжи говорить правду – это экстремизм. Это крупнейшее экологическое бедствие региона за последние годы. Так оценивают независимые экологи. Ситуация серьезнее разлива нефти от танкеров в Черном море в 2024 году. Последствия растянутся на годы. Продукты горения, сажа, бензол, ксилол и другие токсины смешались с дождем и выпали в виде черного масляного налета. Нефтяной мазутный дождь. Он покрыл улицы, машины, дома, подоконники, одежду, запах гари и химии стоит в квартирах. Роспотребнадзор с начала 20 апреля заявлял об отсутствии превышения ПДК, но 22 апреля признал в микрорайонах Грознефть сортировка звездной и частично центральном концентрации бензола, ксилола и сажи превышает в 2-3 раза замеры на вечер 21-го
из-за дождя 22 апреля новые замеры не проводили. Я полагаю, что там больше, потому что, страна лжи, правду там не скажут. Власти рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости, не открывать окна, делать влажные уборки, промывать нос, глаза, горло, носить маски на улице. Пока официально не зарегистрировано массовых обращений в больницу по поводу отравления, но жители жалуются на першение в горле, слезы и недомогание. Экологи предупреждают, токсины опасны при вдыхании в контакте с кожей. Россия так много грабила эти кавказские земли, кавказские народы, и теперь она захлебывается этой же ограбленной им же нефтью. Представьте, какова сила, божественная сила провидения, как это все разворачивается в обратную сторону. В Черном море образовалось нефтяное пятно, площадь 10 тысяч квадратных метров по ранним данным. Со снимков со спутника до 7 квадратных километров. Выставлены заграждения, работают 6 портовых судов нефтемусоросборщиков. Пятно дрейфует к берегу. Загрязнение попало в реку Туапсе. Там тоже установлены боны, нефтеловушки, идет сбор нефтепродуктов. На берег выбрасывают замученных рыб, птиц, более 800 уже пострадавших. Ближайший реабилитационный центр в Анапе. Уличные собаки и кошки с признаками отравления, тяжелое дыхание, красные глаза, шерсть в нефти. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Оперштаб Краснодарского края и губернатор Кондратьев ситуацию заявляет под контролем. Пожар тушат. Ждут, пока все сгорит просто. Воздух нормализуется после ликвидации. Конечно же, врет. Экология. Жители называют экологической катастрофой. Критикуют ранние заверения властей об отсутствии превышений и требуют полной ликвидации последствий на берегу. Да, сейчас они все для вас делают. Надо встать перед Путиным на колени и записать видео. Обязательно все исправит он. Нефтяной экспорт сильно пострадал. Отгрузки упали до минимума с лета 2024 года. С 5,2 миллионов баррелей в сутки до 3,5 миллионов баррелей. То есть на треть получается. Надо еще, украинцы, надо еще тогда. Что-то мало, врут, наверное, но все равно надо еще. Надо поднажать, так сказать. Потери десятки миллионов баррелей и миллиарды долларов. НПЗ атакуют с 2022 года. Вот такие вот на данный момент дела, друзья. И я очень надеюсь, что не остановится украинская армия на достигнутом. Хотя результаты колоссальные просто, колоссальные. Это при всем, что Украина это не до государства, не до армии, там ничего у них нету, они за 3 дня возьмем и так далее. Да, взяли за 3 дня. Взяли. Также в результате вчерашней атаки на Донецк ликвидировано 12 офицеров спецназа террористической банды ФСБ. Еще 15 бандитов ранены. Есть видеосъемка, как раз украинские средства массовой информации распространяют. Правда, не сообщается, кто конкретно нанес. Может, инопланетяне, может, украинцы. Но результат налицо, так сказать. И также от наших немецких правоохранителей новость тоже вам сообщу. В Баварии дорожная полиция случайно остановила граждан Украины и Латвии. Их арестовали по обвинению в шпионаже. Сообщили земельное ведомство по уголовным делам и Генпрокуратура Мюнхена. В автомобиле обнаружили поддельные удостоверения личности, камеры, дрон, GPS-трекеры, радиостанции, несколько мобильных телефонов, сим-карты. Так катаются у нас агенты российских спецслужб. 43-летнему гражданину Украины и 45-летнему гражданину Латвии предъявлены обвинения в шпионаже в целях диверсии.
По версии следствия, они действовали по заданию иностранной организации или структуры. Какой именно, не называется. Прокуратура Мюнхена добилась ордеров на арест обоих подозреваемых. Следствие отказывается сообщать дальнейшие подробности. А я могу уточнить, хоть нам немецкие правоохранители не говорят, о каких структурах идет речь. Я могу сказать, что речь идет о Главном управлении Генерального штаба фашистской России. Раньше это называлось ГРУ. Санкции по прямому указанию ФСБ действуют эти бандиты. И, к большому сожалению, там оказываются граждане Украины, Латвии и да. И также они, в принципе, используют и чеченцев, граждан Чеченской Республики Ичкерия, которые за малую мзду продались. Это, конечно, для нас оскорбительно, для нас это неприемлемо, но факт есть факт, к большому сожалению. Они используют. Ну и еще одна новость, уникальность и абсурдность этой войны говорит о том, что РФ новый рекорд по числу миллиардеров и их совокупному состоянию, сообщает Deutsche Welle на русском. На фоне пятого года войны против Украины, санкций, экономического спада, число долларовых миллиардеров в РФ выросло на 26% после вторжения в Украину. Такие данные содержатся в новом рейтинге российской версии журнала Forbes за 2026 год. По этой информации число долларовых миллиардеров в России сейчас составляет 155 человек. В 2021 году, перед вторжением РФ в Украину, их было 123. Их совокупное состояние также на максимуме. 696,5 миллиардов долларов. Несмотря на войну и санкции, за год оно выросло на 11%. Представьте себе, кому война, а кому мать родная, как говорится. Рейтинг этого года возглавил гендиректор холдинга «Север Групп» Алексей Мордашов и его семья. Их состояние оценили в 37 миллиардов долларов. Это первый случай в истории, когда у россиянина насчитали более 30 миллиардов долларов активов, отмечает Forbes. На втором месте глава Норникеля Владимир Потанин, 29,7 миллиардов. На третьем основатель Лукойла Вагит Аликперов, 29,5 миллиардов долларов. В топ-10 также попали Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Владимир Лисин, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Алишер Усманов. Самая богатая россиянка остается соосновательница Wildberries Татьяна Ким, 8,1 миллиардов. Также сообщается следующая, тоже очень хорошая новость, друзья. Дроны ВСУ атаковали Самарскую и Нижегородскую области. Под удар попали Самара и соседний город Новокуйбышевск. Там повреждены промышленные предприятия, 1 человек погиб. В Самаре обломки дрона упали на многоэтажный дом, есть раненые. В городе перенесены занятия в школах. Издание Астра со ссылкой на местных жителей сообщает, что горит Новокуйбышевский нефтехимический комбинат. Это предприятие Роснефти. В Самаре также временно ограничили движение наземного общественного транспорта из-за атаки беспилотников, сообщил мэр города Иван Носков. Обломки дрона попали в многоквартирный жилой дом, повреждена кровля, выбиты окна. По словам мэра, есть пострадавшие. Мэр призвал жителей не публиковать видео и фото с беспилотниками и последствиями атак. Дроны ВСУ также атаковали аннексированный Крым. Украинские телеграм-каналы пишут об ударах по нефтебазе Феодосии. Назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев. Вот смотрите, почему Deutsche Welle пишет, что глава Севастополя назначенный Россией, Михаил Развожаев, а Кадырова они называют главой Чеченской Республики. Ну где справедливость? Вот почему такие двойные стандарты? Ну, может, уже пора пересмотреть, хватит уже повторять эту ФСБшную российскую пропаганду про нас. Вот здесь пишет, назначенный Россией. Точно так же назначенный Россией во временно оккупированной Ичкерии гауляйтер Кадыров. Вот можно так писать. Вот здесь грамотно написано. А про нас пишут вот такие вот российские нарративы про нас пишут.
Развожаев сообщил, что атакован этот город. В Нижегородской области после удара дронов горит нефтеперекачивающая станция «Горький». Ну, что вы, украинцы, так пристали к этим нефтеперекачивающим и нефтеперерабатывающим заводам? Ну, они жили себе, никого не трогали, нефть себе продавали, убиваемых, у колонизированных народов. Почему вы, украинцы, такие злые на них? Я не знаю, за что вы их так обижаете? Ну ладно, Минобороны РФ заявила об уничтожении 154 ля-ля-ля беспилотников на территории России. В Туапсе третьи сутки продолжается масштабный пожар на нефтяном терминале, возникший из-за атаки украинских БПЛА. По-прежнему выпадают черные осадки с элементами горения. Об этом я вам уже рассказывал подробно. Вот такие вот дела. Вот такие дела. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Перехожу к вашим комментариям. Так, Эд, я горжусь собой, что у меня есть такие друзья, как ты. Также восхищаюсь мужеством Аяда и трудолюбивостью тобой. Ты верно, небольшими шагами идешь верным, правильным путем для деоккупации Ичкерии. Спасибо тебе, дорогой Эд. А я горжусь, что у меня есть такой друг, как ты. Спасибо тебе большое, что ты есть, поддерживаешь меня словом, чтобы потом не сказали, что меня Америка финансирует или Израиль. Так что это шалом алейхим. Агент, так, что такое, пригласил Россию на G20, говорит. Ну, не знаю, как ты там, чего-то там. Террорист, укрофашист. Нет, извините, я чечено-фашист, я не укронашист, фашист, я чечено-фашист, но террорист, Ладно уж, шутка, конечно. Так. Нос почесывает, врет, говорит. Ну, во-первых, я его не слегка почесываю, а реально у меня зачесался. А во-вторых, я читал статью, я от себя ничего не говорил. Так что мимо твои эти супер угадывания, да? Ты в баварской деревне. Нет, я в городе Гамбурге живу. Не в Баварии, в Гамбурге живу. Азан, как ты думаешь, когда в 27-м или до 30-го нас пустит время, когда по всему миру будут вылавливать всех, кто сотрудничает с фашистской Российской Федерацией, как это было с фашистской Германией? Не знаю, Эд, не знаю. Я хотел бы, чтобы это было уже вчера, и я не знаю на самом деле, когда это произойдет и что будет. Не знаю. Не знаю. Если исходить из того, как заигрывают с этой фашистской русней, то что-то мне... То, что все плохо, это я вижу, все это у них отвратительно все. И, кстати говоря, у них полная деморализация бандармии идет, об этом тоже стоит отметить. Потому что россияне уже заканчиваются, просто за деньги, кто идут, баранов уже не хватает. И сейчас Путин собирается объявить уже большую мобилизацию и отправить как можно больше людей на убой. Ну и да, нас ждут еще интересные и, я думаю, такие мощные события, потрясения. Посмотрим, что этого будет, что из этого получится. Так. Уже нос почесать нельзя сразу. Так. Русские долго запрягают, зато быстро едут. Ой, блин, я знаю, что знаю. Я знаю, что понты русские очень быстро едут. А куда русские едут и чего так долго ждать, пока больше миллиона вас уничтожат и искалечат, чтобы запречь? Вы уже запрягли, что могли, понимаешь? И вообще, знаешь, у чеченцев есть пословица.
ну, онах перевести, это рыцарь, значит, в русском языке эти слова не используются. Онах не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Так вот, россиянцы, вы не онахи от слова совсем, да, абсолютно не онахи, потому что ваш враг сидит в Кремле и на Лубянке. И вы ради этого своего хозяина убиваете тех, кого называете братьями, тех, кого называете своими согражданами. Вот чем вы занимаетесь. И по факту вы убиваете за деньги. Посмотрите, сколько ваш вот этого всего, вот этого бандитского какого-то отребья отправляется за деньги убивать украинцев. А их жены ждут, пока его там кокнут, чтобы быстренько выйти замуж за другого и отправить его снова на так называемую СВО. Вот что вы делаете. Ва алейкум ассалам, Абубакар, Машуоль. Так, немытая рашка. Да, сейчас особенно Поттер По. Немытая рашка сейчас особенно для Туапсе очень актуальна. Животных жалко, да и людей в принципе это жалко на самом деле, которые там страдают. Но вот если вы сами не останавливаете своих вот этих банд руководителей, то приходится это делать доблестной украинской армии. Так. Ты ответь сначала за геноцид русских в Грозном, говорит. Никита, ну сколько уже даже не осталось таких мамонтов, как ты. Уже таких уже просто нет. Все вымерли, уже все знают, что не было никакого геноцида русских, понимаешь? Если был бы геноцид, должно быть где-то фото, видео, свидетельство, что вот нас массово убивали. Там, не фейковые, там, прибить мальчика в трусиках к доске для объявления, как вы рассказывали в Украине. А реальных, вот реальных, которые не врут, а не пропагандисты, а настоящие. Также территория моей страны, вашей фашистской страной, оккупирована. То есть вы можете в любом месте начать раскопки и найти тела тех вот этих убитых. Они же не испарились, правильно? В отличие от вас, да, у нас не было привычки сжигать людей на покрышках, специальных перевозных крематориях. Не было у нас такой привычки и возможности, понимаешь? Мы наоборот к мертвому врагу относимся с большим уважением. И ваши вояки это прекрасно знают. Кстати говоря, такие вещи они не любят рассказывать. Но поспрашивай и так далее. Поэтому это ложь, абсолютная наглая ложь. Вы совершили над нами геноцид, вы убили 25% наших людей, 42 тысячи наших детей убили среди этих 250 тысяч убитых граждан. То есть от миллиона всего нашего числа. И вы обвиняете нас в том, что мы какие-то там фашисты, геноцидчики и все остальное. Ложь. И ты один из последних магикан таких, которые эту чушь еще здесь пишут. Наверное, ты просто тролль или малолетка какая-нибудь. Так. Вали отсюда. Ко мне на канал зашел и мне говорит вали. Так. Так, что вы тут? Опять троллятина набежала. Хватит троллятина. Иркин, шалом, дорогой. Согласен. Идут в Украину за деньгами. Не патриотизм или что-то, а за деньги. Это надо же народ так довести, что жизнь в России обесценилась. Да, совершенно верно. Ну и вообще, знаешь, это еще не каждый народ пойдет. Вот дайте украинцам деньги и скажите, вот давайте вы нападете на братьев белорусов, например. Их поменьше, вы сильнее, вы их победите, награбите и так далее. И посмотрим, сколько пошло бы, да? Ну, очень мало пошло бы. Это
это менталитет, это культура людей, культура грабителей, культура бандитов, разбойников. Вот какая культура ими движет. И они привыкли. И именно на Чеченской республике, на чеченском народе, они прошли вот это современные, вот эти, не то, что даже старые, которые, это тоже по наследству, на генетическом уровне, там, культурном уровне передается это все. И они научились, они убивали, они приходят, под шофе рассказывают там женам, детям, соседям, как они чеченцев мучили, как они женщин убивали, детей убивали. И им за это ничего нет, понимаете? Они герои, медальки дают, их еще там берут. И вот они подумали, что будет легкая прогулка до Украины, быстро дойдут, быстро разграбят, а Украина зажиточная, как мы все знаем. Большая, в отличие от Ичкерии, можно побольше награбить, а то в Ичкерии все командиры растащили, а этим в Грузии и в Ичкерии только унитазы доставалось воровать, и то бэушные. Поэтому, да, это культура такая, и не то, что их даже довели, и это хотя тоже, в том числе тоже является фактом, но это культура, это мировоззрение людей. Грабить, разбойничать, убивать, и чтобы тебе за это не было ничего. А вот когда получаешь по носу, вот тогда да, тогда не надо, тогда не надо. Так, вали отсюда. Почему вали отсюда? Чего это я буду валить? Так, о, какие они такие. У нас только предатели у власти были. Ленин нарисовали 17-18. Потом Хрущев в честь праздника Крым отдал землякам, где я родился. Потом засланный казачок Горбачев. Бедные вы, бедные. Бедные вы, бедные. Все у вас отнимали. Какие же вы бедолаги. Хорошо, Ленин у вас нарисовался. А чего он у вас до сих пор на Красной площади лежит в пирамиде? А? Ты на Ленина особо не быкуй. Ленин это ваш пророк. Ваш Бог это сатана. А его посланник сатаны это ваш Ленин, который лежит на Красной площади, в мавзолее, в пирамиде, как фараон. И до сих пор лежит. Так если он так много вам плохого сделал, что же вы его тогда держите до сих пор? Что и Путин, наверное, тоже застан. Или про Путина пока нельзя говорить, пока он не сдохнет или пока он не сбежит куда-то, не сядет. Да? Поэтому пока про него вы промолчите. Вот и вся ваша сущность, понимаете? У вас все виноваты, кроме вас самих. Так когда же вы, великие русские, возьмете свою судьбу в свои руки и будете с людьми поступать так же, как хотели, чтобы поступали с вами? Понимаете? Если бы вы победили бы украинцев, если бы у вас был малейший шанс победить украинцев, то вы совсем по-другому себя вели бы. И истинное лицо ваше увидели мы, чеченцы, когда вы посчитали, что вы нас победили, что все уже закончилось, и вы свое лицо открыли. Правда, вы забыли, так как Ивана, не помнящего родства своего, забыли у своих дедов спросить, кто такие чеченцы, забываем ли мы это, в отличие от вас. И тогда бы вы свое лицо так нам откровенно не показали бы. И теперь мы украинцам любезно предоставляем информацию, кто вы такие, что украинцам сдаваться ни в коем случае, проигрывать нельзя. Это хуже смерти. В прямом смысле слова хуже смерти. Понимаешь? Ну такая вот. Сейчас у вас чеченцы там, они вам нужны, там на войну бросать, еще чего-то там. Еще для каких-то ваших террористических целей вам нужны. Сейчас вы всех уже, у вас все хорошие. И мусульмане хорошие, и чеченцы хорошие, и кавказцы хорошие. Все у вас хорошие. Сейчас у вас евреи плохие, да? Так что вы на зеркало не пеняйте, дорогие. На себя смотрите. Space. Danke. Я вот русский, но я против СВО и Путина. Кирилл, ну это правильно, это ты, смотрите, хоть я и говорю русские,
Еще раз, каждый раз мне это приходится говорить, потому что меня пытаются там, представить каким-то русофобом и так далее. Я к русским не отношусь плохо. Абсолютно честно. Мне абсолютно нет смысла. Я уже себе столько наговорил, что одной статьей больше или чем-то меньше. Абсолютно нет. Просто я честен. И на этом канале я никогда не уру. Ни почему. Я абсолютно независимый, сам себе голова, сам себе босс. Поэтому я абсолютно честен. Я к русским отношусь с уважением, к нормальным русским, которые не являются имперцами и не являются фашистами. Вы свой фашизм русский даже не замечаете. Вам кажется, что вы какая-то супервеликая нация, и все должны перед вами там кланяться, и все недра, всю свою культуру, свой язык, все отдавать вам. Вот, если русский является адекватным русским, то у меня нет никаких с ним проблем. Вот если вы против так называемой СВО и против террориста Путина, то вы нормальный человек и адекватный человек. Это нормально. Поэтому, еще вопрос, а как вы относитесь тогда к геноциду чеченского народа и оккупацию моей страны, которая после развала Советского Союза, как та же Украина, восстановила свой суверенитет и жила? Ответьте, пожалуйста, Кирилл. Ответьте, пожалуйста. И если вы находитесь в России, будьте осторожны писать такие вещи. Вынужден вас предупредить. Так. Space. Даю 100%, как Путина не станет, все будут его ненавидеть и проклинать. Это у русских такая привычка. Да-да, вместе все с ним ураганятся, своим царьком, а потом они его все на него валят. Они как бы ни при чем. Они-то вообще, они при чем здесь? Вообще, какая вина их? Ну, они же не виноваты, но это же царь. Не он. Так, друзья, если я чей-то комментарий пропущу, вы меня тут не обессудьте. Троллятина. Так. Русофоб, говорит. Только что объяснялся, он меня давай русофобом называй. Ну, называй тогда, мне как по барабану, да, как ты меня называешь. Жид очкастый, говорит. Зачем американцы бомбят Иран? Ну, это долгая история, это другая тема. Завтра приходи, завтра поговорим на эту тему.
Так. Товарищи, говорит Кирилл, я сам русский. Я считаю, что Путин военный преступник и должен сидеть в Гаагском международном уголовном суде под трибуналом. Кирилл, с тобой трудно спорить, да? Продал свою родину, чтобы тусоваться красиво, говорит Алик Муртазаев. Алик, в отличие от тебя, Манкурта, фашистская Русня никогда не была моей родиной. Понимаешь? Эта страна была максимум мачехой, да, максимум. Так враждебно, просто ненавистно к нам относилась всю свою историю. А ты манкурт, который пытается подлизнуть, да, сейчас у вас время настало, вас начали не чурками называть, и не черномазами, ну и погрубее, как бы вас называют. Поэтому сейчас вы решили подлизнуть немножко. Ну, поверь, ты, во-первых, и себя ничего не представляешь, а во-вторых, они тебя не уважают, понимаешь? Почему они кадыровцев, так называемых кадыровцев, уважают больше? Уже жалобу мне написали. Жалобу мне в ТикТок сразу кинули. Хотя я только повторял вашу эту систему. Я так не говорю. Я сам кавказец делал. Сразу же мне тут жалоба прилетела. Сидят, караулят, может быть. Поэтому то, что кадыровцев они уважают, знаешь почему? Потому что мы дали им достойный отпор, который они до сих пор хорошо помнят, понимаешь? И знают, кто мы и на что мы способны. Поэтому, а вот такие, как ты, как были никем, так и останешься никем. Привет вам. Привет, Саша, Александр, приветствую. Продал свою родину. Свою родину, моя родина оккупирована, еще раз ты тут, Алик, ты меня засоряешь все. Я ее никогда не продам. Ну, если ты имеешь в виду все-таки Россию, то покажи, где за это деньги дают, елки-палки. Покажи, где, кому подойти, да, чтобы ее продать, да, потому что вы столько у меня уже продали, столько у меня украли, что мне на, сколько мы, 300 лет воюем, это 12 поколений. Я бы продавал бы и продавал бы, да, детям и внукам завещал бы. Продавайте, продавайте. Так. Ладно, тебя за спам я заблокирую, Алик, потому что ты меня все тут засоряешь. Ты, видимо, очень решил засветиться, какой ты верный, да. Так. Так. Привет из Кёнигсберга. Приветствую, Кёнигсберг. Роман, приветствую. Добрый вечер, Роман. Добрый. Саш, что ты думаешь про скандал Виктории Бони и Владимира Соловьева? Я думаю, это поставленный спектакль. Разыгрывают какую-то новую, какую-то свою какую-то программу запускают. Кто запускает, зачем запускает, я не могу понять. Я здесь многих вещей не понимаю. Если я начну говорить вещи, которые я думаю, это получится уже такая конспирология. Да? Потому что некоторые вещи у меня, я имею очень мало даже косвенных доказательств. Но они есть косвенные. В некоторых случаях их много. И зачем BBC, Настоящее время, какую-то Боню, какого-то Соловьева рассказывают? Зачем Путина спасают?
Почему Путина до сих пор спасают, я не могу понять. Почему? Почему откровенно Запад пытается, какие-то силы, точнее, на Западе пытаются спасти Путина, именно Путина. Вот этих бичей, которые за миллион, за 3 миллиона идут людей убивать, их уничтожают. А Путина спасают. Почему? Я этого не знаю. У меня нет этому объяснения. Просто не могу понять всего этого, что здесь происходит. Поэтому это все спектакль. Боня, Соловьев, какая-то непонятная чушня. «300 лет воюем». Да, Джеки, абсолютно так. Это только с вами 300 лет. А так наша история чеченцев, мы самый древний народ на постсоветском, возможно, во всем мире. Самый древний народ на этой земле. Понимаешь? И ничего у вас не получится, потому что до вас пробовали очень многие. А с вами непосредственно, ну, вообще 6 тысяч, 10 тысяч. Слышал про Урарту, Хуритов, Митани государства, про шумеров, может, слышал? Ну, вот это все я делал. Это все мы, понимаешь? Мои дедушки делали. А 300 лет в 1722 году, после взятия Астрахани, современный флот Петра Первого, где офицеры, просто мощный европейский флот, по тем меркам, передовой флот, двигался от Астрахани вдоль Каспийского моря. Каспийское море 400 километров, 420 километров Каспийского побережья. Это чеченская земля. И так называемые Петровские персидские походы это называлось. Но, скорее всего, это было просто не персидские, а завоевание Кавказа было. Но они так, чтобы, ну, что обращать внимание на каких-то там чеченцев? Кто такие чеченцы? Правда, вот эти 420 километров Каспийского побережья, а это, кстати говоря, остров Чечен, там есть такой остров Чечен. На этом острове Чечен в 1722 году мы с вами любезно или нелюбезно познакомились. Лучше мы с вами не знакомились. Да? И пробивая, строя крепости годами, там, десятилетиями. То есть война, начатая в 1722 году, фактически завершилась, когда от 2 миллионов чеченцев осталось 120 тысяч, то есть 6%. 94% вы убили. Женщин, детей, самый настоящий геноцид. Закончилось только в конце 19 века. То есть полностью люди перестали просто существовать, и поэтому закончилось. Также вы и черкесов уничтожили, много еще кого, попутно разные черкесские народы, которые там проживали, адыгские народы, которые там проживали. Ну и чеченцев 94% уничтожили. И вот это Каспийское побережье, 420 километров, да, заселяли колонистами, пособниками, которые вам продавались там. И вот вы заселяли. Дагестан по-чеченски Дехстан. Дехстан это значит отцовская родина, отцовская земля. Чтобы вы так понимали просто ситуацию, чтобы. Мы не претендуем, сейчас я не претендую на эти земли и так далее. Но я утверждаю, и этому есть доказательства, просто тонны доказательства, написаны теми же русскими, эти 420 километров сами русские пишут, которые завоевывали, шли, там, теряли. Не русские, там русских не было, на самом деле, это тоже правда, потому что тогда даже русского языка не было. Понимаете, русский язык, он использовался там какими-то крепостными, там, церковно-славянский язык, староцерковный славянский, там, и потом микс из него создали искусственно русский язык. Тогда русского не было языка. Ваш Петр был там половина голландец, шведы, там, немцы, англичане. Кто-то не входил в руководство этого всего. А все, ваша вот эта банд-армия, как и сегодня, тогда тоже состояла вот из рабов.
Вот они были русские, хотя тоже были из разных племен, разных там рабов, которых всех собрали. Понимаешь? Поэтому воюем 300 лет уже, если быть точнее, 304 года сегодня. После того, как нас осталось 120 тысяч, да, где-то 15 тысяч ушло в Турцию, потом еще позже, еще несколько десятков тысяч ушло в Иорданию, потому что Турция очень нехорошо с нами поступила. И в итоге получилось, что в 1944 году вы нам очередной геноцид устроили. Представьте себе, всех мужчин вы отправили на фронт, надо на войну, там, сражаться, туда-сюда, все, кто не идет, расстреливали, вот прям как сегодня. И всех женщин, детей и стариков сослали. Так, да, по-русски, так сказать, поступили, да, вероломно, подло всех мужчин на фронт, а женщин, детей, причем это не была депортация. Депортация – это законное действие, даже если оно незаконное, но оно имеет определенное действие, юридическо-правовое такое действие должно быть. Это не было депортацией, то есть перемещение лица или лиц с одной точки в другую, нет. Это был геноцид под видом депортации. Точно так же, как не было никакого в Украине продовольственного кризиса, что вот там голод наступил. Вот во всем Советском Союзе его не было, был в Казахстане, в Украине он был, а вот во всем Советском Союзе не было. Это искусственно создавался точно так же голод, то есть геноцид был. Это никакой не продовольственный там кризис, не продовольственные там проблемы. Самый настоящий геноцид. Вот точно так же под видом депортации уничтожались в самое холодное время, в самые холодные места, без еды, без ничего, просто собрали людей, женщин, детей, стариков в товарные вагоны, для скотов вагоны загоняли и везли 3 недели. И все 13 лет, это была вечная ссылка, никто не должен был оттуда вернуться. И когда люди туда были вывезены, все 13 лет вы занимались уничтожением всего, что связывает и доказывает, что эта земля принадлежит чеченцам. От кладбищ, наших башен, замки были, огромные замки были, не просто сторожевые башни. Сторожевые башни, которые сейчас остались, что в Ингушетии, что там в Ичкерии, эти башни только потому, что они сторожевые и находились в труднодоступных местах, куда взрывчатку довозить трудно было, и там уничтожать их было. Все остальное было от названий, всего, что там есть, все переименовано было, все переделано было. Кладбища все были уничтожены, просто сравнены с землей, понимаешь? А надгробные плиты использовались вместо там дорог, там дороги укладывали, свинарники себе делали там и так далее. Вот вы кто, понимаете? Вот вы кто. И вы хотите, чтобы после этого вас любили, с вами в одной стране жили. Так идете вы за русским кораблем. На дно, то есть. Так. Не угодили вы грузину, говорит. Ну, грузины это всего лишь подстава. Грузины это только всего лишь он, один человек. Нет, дело не в грузине. Ведь до 44 я же вам рассказываю, мы уже 300 лет друг с другом имеем такие не очень такие дружеские отношения. Поэтому дело не в грузине. Вы не свалите все на одного Сталина. Понимаешь? Все на Сталина вам не удастся свалить. Мы, чеченцы, знаем, кто такие грузины, знаем, кто такие вы. В семье не без урода, так сказать. Да? Персы только 7 тысяч лет, и они воевали, их тоже покоряли, но их за 80 тысяч. А куда делись ваши? Говорит. Нет. Персы, про персов известно всего лишь 2700 лет. Понимаешь, персов. И известными они стали, не подумайте, что я тут слишком хвастаюсь, да, благодаря нашей культуре, которую мы принесли в Урарту, к озеру Ван, к этой территории, где сейчас образовалась
современный Иран в том числе. Понимаешь? Потому что мы 6 тысяч лет живем на этой земле, по крайней мере, отчитывается наша история известная, понимаешь? А персы, тот же Кир Великий, например, и весь супер всплеск персов, иранских племен, которые там появились, а их там были не только персы, там были курды, персы, кто там еще, ну и разные сейчас, всех не помню, тоже армяне, это уже индоевропейцы, они на основании того, что у них появилось, вот Нахичевань, да, Нохчи, кстати говоря, Ной, пророк Ной, это наш прямой потомок, прямой предок, прямой предок. И мы несли и храним культуру. Мы самые древние, еще раз тебе говорю, на этой земле. А про персов стало известно в 1700 году, 1890 где-то это создание Урарту и падение, ну где-то 2700 лет, это 700-й, 600-й год до нашей эры. Вот приблизительно так известно, где они начали уже формироваться как оседлая нация, которая уже начала, тут Кир Великий появился, который реально очень много дал. Но на чем? На основе того, что уже было в том же Урарту, которые строили хуриты. Это, прошу прощения, мы идем. Так что, если что не знаете, приходите ко мне, я вам все расскажу. Да. Кстати говоря, мы с украинцами тоже пересекались в эти же времена. 2000 лет до нашей эры, 1500 лет до нашей эры, вот нынешняя Украина, в этих местах наши предки пересекались. Тот же Иерусалим, например. Знаете про царя Давида? Шалом алейхим царю Давиду. Да, это тоже наш парень. Да. Армяне утверждают, что Урарту это их предки. Но определенной части это тоже правда. И это не значит, что чеченцы приходили и там других никого не было. Нет. Чеченцы приходили туда, где были народы, и там создавали вместе с этими народами новые цивилизации. Понимаешь? Армяне же появились в Урарту за 50, за 100 лет до падения Урарту. То есть в 590-м началось падение, в 550-м до нашей эры Урарту перестало существовать. Армяне появились где-то в 7 веке. В 7 веке до нашей эры в Урарту. И они находились там. Но армяне не занимали руководящее. Уже существовало это государство, вот это Урарту. И после того, как Урарту упала под натиском сперва более 230, более 250 лет ассирийцев. Кстати, на этом месте, где жили, где появилась Урарту, там жили арамейцы. Арамейцы. Наверное, оттуда появилось это название Армения. И тогда не было там никаких армян. Там жили арамейцы. Кстати, Иисус был арамейцем. И он нес ту же идею, Иисус, которая была за 500 лет до падения, до появления Иисуса Христа, которая через 500 лет он появился в Галилее, и он нес тоже мировоззрение и ту же идею, которая была в этом Урарту. Да, это божественный человек, мы, мусульмане, считаем его посланником Божьим. И армяне сперва были арамейцы, на которых все время нападали их двоюродные братья ассирийцы. И туда пришли 40 князей Северного Кавказа, с нашего Кавказа, то есть мы туда. Это князья Наури называется. У нас до сих пор есть Наурский район. Наур район у нас такой есть. Вот 40 князей там было, 40 тейпов, которые объединились для защиты арамейцев. И там они создали, вот было уже до этого была у них своя цивилизация, другая, которая называлась Митания. И затем они там создали вокруг озера Ван, по-чеченски это потом видоизменено это все, потому что это называется Бун. Например, Ереван
раньше назывался Эрибун. Эрибун. То есть бун это временная постройка или шалаш. Чеченцы, те чеченцы, не сегодняшние чеченцы, те от нас намного были благороднее, честнее и лучше, нужно признать. Но эти чеченцы, они выставляли, это были боевые отряды, конники они были. Они были коневоды, они были большие мастера по железу, бронза, еще до бронзы железо, потом бронза. И все вот эти кольчуги, все это сделано моими, нашими предками. Это правда. Хотите, верьте в это, хотите, не верьте. И сейчас наука все пересматривает, и все это выявляется. И это, и так мы, чеченцы, это знаем, и многие уже начинают это осознавать. И за 100 лет до падения Урарту, все 230, сколько существовало вот это Урарту, ассирийцы все время на них нападали. И уже ассирийцы исчезли, их цивилизация тоже пала, вот эта урартийская цивилизация пала. И тогда уже на сцене появились персы, курды и так далее. Но первенство среди ираноязычных племен заняли персы, и они потом, у них появился Кир Великий, и вот они развились на том, что было вот на этом Урарту. Так вот, вокруг озера Ван, которое сейчас находится в Турции, это Бун, если по-чеченски произносить. Бун это временное жилище или постройка для военных. И Эринбур это открытое жилище. Эрин, это Эри. Эри это по-чеченски, вот арийцы вы, наверное, слышали. Это значит, открытое пространство. Вот, и Ереван, сегодняшний Ереван, потом все поймет, тот же Нахичевань. Нахичевань назывался не Нахичевань, а Нохчибун. Нохчи, вот сегодняшний Нахичевань, это Нохчибун. Но нужно отдать должное, персы всех не вырезали их. Хотя ассирийцы очень много постарались там, и персы очень много постарались, но всех не вырезали они их там. И поэтому сегодня называется Нахичевань, а раньше это называлось Нохчибун. Нохчи передовое временное там жилище. И вот эти 40 князей, 40 тейпов, которые туда, об этом пишут не чеченцы, об этом пишут ассирийцы, что оттуда пришли 40 князей, и они начали, одного князя они пленили, ассирийцы, они его казнили, много вместе с ним еще людей пленили, это, видимо, глава тейпа был, который был пленен. Но это все происходило в 890 год до нашей эры. То есть 2900 лет. Вот, больше даже. Вот где-то так. Так что, если что, обращайтесь, Дион. Самые древние египтяне и греки. Нет, казак, ты ошибаешься. Очень сильно ты ошибаешься. Так. Иисус был Нохчиборец. Я не знаю непосредственно, точно я сейчас не буду лишний раз там говорить, но я могу сказать, что после того, как Урарту пала, а это было арамейское государство, арамейская территория, это было, многие ушли в Галилею. И потом у Марии и Иосифа родился сын. Они не были мужем, женой, они были только помолвлены, и у них родился Иисус, Иса.
они говорили на арамейском языке, но происходил Иосиф от рода Давида, царя Давида. И есть все основания утверждать, пока это еще не научно доказанный факт, потому что слишком много интересантов в этом деле, да, которые не хотели бы, чтобы история переписывалась бы, но есть все основания полагать, что Иисус, который говорил на арамейском языке и был из семейства, из потомков царя Давида, а он не был никаким царем Давидом, он просто был руководителем, главой тейпа, так сказать, царь Давид, потому что это сегодня нам про каких царей рассказывают, это все, нет, это был самый простой человек, он был руководителем, он был лидером и все остальное, у нас это называется тейпанде это называется, так вот, это сейчас там царь, нужно возвысить и так далее. Ну, тогда он был самый простой человек, воин был, обычный воин, со всеми вместе сражался, имел ранения и так далее. Поэтому вполне возможно, что Иса, мир ему, был из этих людей. Из тех людей, скажем так, чеченцами или нохчи называть я не буду, я это назову человек, который имел с нами один ДНК, скажем так. Именно поэтому есть у нас с некоторыми евреями общий ДНК, понимаешь? И та же и Римская республика, и Древний Рим, это все, например, не просто так все зарождалось. Например, этрусские, которые зародили этот Рим, Древний Рим, это тоже и являются теми, кто несут наш генетический код, скажем так. И несли они божественное цивилизационное видение в этот мир. Понимаешь? Как-то так. Валейкум салам, позитрон. Белая раса самая древняя. Не знаю я, белая раса самая древняя или нет. Я, знаете, есть альтернативная версия всемирному потопу. Как известно, Ной был 10-м коленом от Адама. Адам прожил около 1000 лет, Ной прожил тоже 950 лет. Тогда люди жили так, они были высокого роста, жили очень долго и так далее. И есть, ну, такое заблуждение, на мой взгляд, я могу ошибаться, я не утверждаю это, что был всемирный потоп. Так вот, есть основания и есть некоторые источники, которые говорят, что это был не всемирный потоп, не всемирный потоп. Это был такой локальный потоп на вот этих местах, где сегодня вот как раз разворачиваются события. Это Азербайджан, Армения, Иран, Кавказ и так далее. И именно Ной со своей женой, с 3 своими сыновьями, с их женами и с животными там, и так далее, переместились на ковчег и таким образом. Но это был не всемирный потоп. Это такая альтернативная такая есть
версия, и я более склонен так считать, потому что она более логична. Потому что когда уже после Ноя началось развитие этой цивилизации, уже после потоповской цивилизации, то многие народы были. Например, с Кавказа, это немецкие археологи, немецкие ученые утверждают, и не только немецкие, что цивилизация расходилась именно с Кавказа, это мы, то она расходилась в местах, где уже проживали люди. Тот же Китай, другие места это уходило. И все зарождалось у нас там на Кавказе. И есть основания полагать, что вот эти озера Ван, другие, очень много тогда было озер, сейчас некоторые обмельчали, некоторые исчезли. Даже, возможно, и само Каспийское, так называемое море, по факту озера, оно тоже могло остаться после потопа. Уже накопилась эта вода. Вот такой мощный был. И сегодняшний потоп, который произошел на Кавказе, это тоже может являться признаком, что мы на пороге глобальных, очень больших изменений, где чеченцы снова выйдут на политическую сцену. Я бы очень хотел, чтобы чеченцы очистились бы от многих скверн, которые проникли в наше общество, и дай бог так и будет. И мы сейчас стоим на пороге грандиозных, я полагаю, событий, и потоп, оползни, землетрясения, которые еще, возможно, будут на Кавказе, это признак того, что ситуация очень меняется, и она очень сильно изменится. Очень сильно изменится. И чеченцам нужно очень сильно к этому подготовиться. Чеченцы, готовьтесь, готовьтесь. Нас ждут великие дела. Так, давайте. Нойский потоп может быть не всемирный. Да, я тоже склонен считать, что, скорее всего, это был не всемирный потоп. Это был локальный потоп в этой области. И мощный, сильный потоп это был, потому что горы Ирана, сегодняшнего Ирана, горы Кавказа, они могли очень сильно быть заснеженными, может быть, была засуха, говорят, была какая-то очень мощная в мире засуха, и, по-моему, она длилась несколько, я вот боюсь сейчас ошибиться, несколько десятилетий или даже столетий это все длилось, и вот тогда все это начало таять, все это сходить, и, короче, произошли очень такие мощные катаклизмы на Земле. И вот зародилась вот уже такая в этом месте новая цивилизация от Ноя. Русские заставили креститься насильно, но ислам на Кавказ пришел с миром, и ни один факт не докажет обратное. Да, абсолютно точно. Но я не могу сказать за весь Кавказ, я могу сказать, как чеченцы приняли ислам. Тоже есть на этот счет разные свидетельства. Но у нас, например, есть Меххел. Это народный парламент, сенат, можно так сказать, суд, можно сказать. И он собирался в особых случаях, в 2 раза в год, по-моему, собирался, и в особых случаях, каких-то экстренных, война, там какие-то там катаклизмы и так далее. И на этом, это произошло в 1500 каком-то году, в 16 веке это произошло, то есть 500 лет назад это произошло.
было решение принять ислам, так как некоторые чеченцы до этого были христианами. Крестов не обнаружено, потому что, мне кажется, вот это дело с крестом, оно чуть позже начало очень сильно распространяться. И часть чеченцев, но если они потомки Ноя, соответственно, логично предположить, что они придерживались своей первоначальной единобожной религии, которую им передал Ной. И потом Иисус Христос, о котором мы говорили, и до сих пор есть чеченцы, которые живут на границе Ичкерии и Грузии, которые являются христианами, их называют бацбийцами. Есть тушинцы, грузины, это чеченцы и грузины, как говорят христианские грузины, чеченцы, которые ассимилировались с грузинскими народами, племенами. Но в общей массе нет достоверного источника, что чеченцы все приняли христианство, следовали учению Иисуса, но и учению Мухаммеда, мир им всем, оно было принято в 15 веке на единогласным решением, но оно было принято с оговорками. Мы были бы не потомками Ноя, если бы это делали без оговорок. Сейчас я постараюсь быстренько вам найти этот текст, потому что это очень интересно. И чтобы не быть государственным, вот это было, вот здесь это было. Так, сейчас я вам быстро найду. Мехкел, совет любого уровня мог быть избран свободный чеченец, достигший 40 лет, независимо от имущественного ценза. Так, Мехкел собирался 2 раза в год, а также в случае войны и стихийных бедствий он рассматривал только общегосударственные вопросы, касающиеся ассоциации. Согласно преданию, одним из важных актов Мехкела, определившим судьбу чеченского народа, было решение о принятии ислама. Но жесткая система шариата, когда и общественная, и частная жизнь строго регламентируется сверху, моральное предписание является юридической нормой, грех преступлением, не соответствовало древним демократическим традициям чеченского общества. Ведь частная жизнь всегда считалась у чеченцев неприкосновенной. Правда, некоторые сейчас это забывают. Так же, как и личная свобода, об этом тоже забывают, и личное достоинство человека. Также неприемлемо было для чеченцев и физическое наказание, вплоть до увечий, предусмотренное шариатом. Поэтому Мехкел принял ряд решений, которыми предусмотрел сохранение чеченцами национальной идентичности. А я полагаю, они знали ислам лучше, чем мы сейчас знаем. Во-первых, 500 лет назад это было, они ближе к тому времени были, хотя уже 1000 лет ислам на земле существовал. И плюс они имели очень мало было пропаганды сегодняшней, лжи, которая нам сейчас мощно уже заброшена сюда. Она в 17, 18, 19 веках очень сильно бросает. Ну а сегодня это вообще сегодняшнее время называют время постправды. То есть время после правды. Такие времена были, они, конечно, случались, но они проходят. Так что правда, она бессмертна. Не волнуйтесь. Во-первых, он отказался, Мехкел, от применения норм шариата почти во всех сферах права, за исключением имущественного и наследственного. И это я, как чеченец, вам свидетельствую. Мы применяем формы шариата только в имущественном и наследственном праве. Все. Никаких отрубаний ног, рук. У нас никогда не было тюрем, у нас никогда не было пьедестала, куда мы возносили своих королей и так далее, потому что у нас их не было. У нас никогда не было и до сих пор нет детских домов, никогда не было и до сих пор нет домов престарелых. Никогда просто вообще в голове такое не укладывается, что нам это нужно. Понимаете, мы спокойно обходимся и без этого. Да? Чему мы вас всех и призываем, дорогие наши люди.
Во-вторых, Мехкел решил сохранить национальные особенности чеченцев в различных сферах человеческой жизнедеятельности, что во многом определило своеобразие чеченского менталитета, в отличие от других народов, принявших ислам. Ведь многие мусульманские народы были ассимилированы арабами или в этническом, или в культурном плане. Таким образом, благодаря мудрости и дальновидности Мехкела, чеченцы, восприняв высокую духовность ислама, образе жизни, в менталитете и культуре, сохранили свои древние демократические традиции. Ну, это так, чтобы вы знали, да. Ну, все, хватит вам истории, потому что все переключилось на историю. Ну, я не знаю, арабы доходили до Дербента или нет. Я читал, что до Дербента, до Кавказа доходили тюркоязычные. Это уже поздняя история, когда уже ислам распространяли тюркские племена, которые приходили на эти территории, и они очень, это были пассионарии, это была новая такая волна религиозного движения. В это время находилось две империи римских, одна Византия, другая Западная Римская империя. И они очень быстро, Византийскую империю, очень быстро там, ну, она утопала в роскоши, в разврате, была ослабшая. И вот эти молодые пассионарии, они быстро все подобрали под себя. И вот все, что мы сегодня видим, это вот результат их тех действий. Но они не завоевывали Кавказ, они не заставляли никого принимать у нас на Кавказе ислам. Мы, чеченцы, это сделали добровольно. Добровольно. На территорию Чечни ислам пришел с Дагестана. Дагестан, вообще-то, это была территория чеченцев, Дагестан. Сегодняшний Дагестан, Дагестан, это была территория чеченцев. Там проживали не только чеченцы, но это была исключительно Нохчи земля. Понимаешь, Дагестан – это наше слово, это наша земля, Каспийский выход Каспийского моря. Но это не значит, что там не жили, например, лезгины не жили. Это все наши братские, соседние тукумы, в которые входили. Тукумы – это объединение, союз. Не только чеченцы объединялись с чеченцами, но еще объединялись с другими народами. Теми же лезгинами, с теми же грузинами и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому ислам не пришел с Дагестана, как это принято говорить, распространять. Но потом уже, когда уже вот мы уже говорим 300 лет назад, 400 лет назад уже, когда мы чеченцы приняли ислам, тюркоязычные, в том числе кумыкские племена, больше всего от нынешней Турции, тогдашней Османской империи, они распространяли проповедью и исламом. И, кстати говоря, как я уже говорил о том, что в 1722 году на острове Чечен, в Каспийском море, когда мы столкнулись с русскими, познакомились, через несколько десятков лет, через 10-20 лет, немецкие ученые сопровождал Петра Первого на этой территории, и он описывает мусульман кумыков и мусульман чеченцев. И он говорит, что вроде бы эти два народа исповедуют вот эту магометянскую веру, но они так друг от друга отличаются, говорит, что у кумыков есть хозяева, дворяне, там, феодалы и так далее, и есть подданные. И чеченцы абсолютно свободные, и он описывает, как это одна религия у этих двух народов, и она по-разному интерпретируется этими двумя народами. Эти абсолютно свободные, у них нет ни рабов, ни господ. Все такая военная демократия, старший, младший, вот так определяется у нас все. И никто не заслуживает, то по наследству передает там какие-то свои там регалии, свои дворянские титулы своим детям. Для нас это смешно просто.
Мы это не принимаем, мы это не признаем. Каждый чеченец генерал, сказал Джохар Дудаев. Мы каждый генерал и каждый дворянин. Да? Друзья, и смотрите, я нисколько не хочу ущемить чью-то историю, когда я это рассказываю. Я привожу факты. И каждому слову, которое я здесь вам сейчас озвучу, есть документальные подтверждения. В том числе, например, если брать последнее время, и в том числе и древнее есть, и в том числе, например, про то, что хуриты, урарту, что это на нашем языке, на чеченском языке, нохче языке говорили, да, это сегодняшние чеченцы, ингуши и батбийцы. Это говорит, например, нас тогда пытались покорить, завоевать несколько столетий ассирийцы, когда они сражались там с Урарту. Так вот, убивая нас, они сохранили письменность. Каждое сражение, с каждым годом, с каждым веком, они все фиксировали. Это была такая высокая развитая цивилизация, ассирийская цивилизация, и она все это фиксировала. И уничтожая нас, они фактически нас сохранили в истории на века. И точно так же, просто невероятное такое историческое стечение обстоятельств, когда Дьяконов, русский всемирно признанный ученый, историк, который на Западе признается, очень немного, кстати говоря, русских признается как Дьяконов, а есть еще некоторые русские, которые, не зная, русские пытались уничтожить нашу культуру, нас всех в нынешнем положении. И русский ученый, раскапывая, изучая, он всю свою жизнь посвятил изучению хуритов, шумеров там, и всего остального, вот этого древнего зарождения цивилизации, зарождения нынешней цивилизации, в которой мы живем. Там нам рассказывают, что арабы придумали там математику и так далее. Это неправда. Математика, это все от шумеров идет. До арабов это все было. Далеко до арабов это все было. И имеется в виду, арабы это были, но я имею в виду, вот там, мусульмане принесли там математику и так далее. Говорят, да, они развивали ее, но все развивалось от шумеров идет. И наши корни и до древнего Вавилона, и до шумерской цивилизации они проистекают. Хотя это еще не доказано. С хуритами практически 100% доказанный факт. Да? Хотя все претендуют, что это их было. Потому что от Урарту уже от хуритов расходилась и та же Римская империя, Римская республика, и Древний Рим и так далее. Поэтому, если я о чем-то говорю, я не пытаюсь принизить вашу историю и вас. Вы все были. Раз мы здесь живем на сегодняшний день, значит мы идем оттуда, из самой древности. И я не считаю чеченцев каким-то избранным народом. Это не так. Да, я считаю, что мы хранители. И сейчас чеченцев очень мало осталось хранителей, настоящих хранителей, которыми бы мог гордиться Ной. Но есть такие чеченцы, слава Богу. И благодаря этим, наверное, чеченцам наш народ до сих пор есть. Но есть исторические факты. И этот Дьяконов, например, он очень много сделал для того, когда Россия пыталась уничтожить цивилизацию чеченскую, нохче-ингушскую цивилизацию, разделяя этот один народ. Чеченцы и ингуши – это один народ. Не украинцы и русские один народ, а чеченцы и ингуши. И буквально 200-300 лет вот с этими сражениями, со знакомством с русскими мы начали расходиться с ингушами. А так мы были один народ, и есть один народ. Просто так сложилось исторически, и если они этого хотят, мы свободные люди решаем сами, как там действовать. Поэтому и благодаря тому, что вот Дьяконов раскапывал это, он вначале не знал, вероятно, что он докопается до того, что это язык, наш язык, понимаете? Мы, вот все вот эти клинописи расшифровываются нашим языком.
ни каким-либо другим, ни армянским, ни ивритом, ни каким-либо другим древним языком, ни курдским тоже, древнейшим, ни персидским, ни этими языками. На нашем языке это все, да, многое утеряно, многое скрывают, специально скрывают, но факт есть факт, да. Все не скрыть. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Как-то так. И всех, кого может задеть то, что я говорю, армян может задеть, евреев может, кавказцев может задеть. Я не собираюсь вас ничем задевать или что-то вас принижать. Ни в коем случае. Мы все избраны Богом. Раз мы живем, народы на земле, мы все избраны. И рано или поздно мы все с вами пересекались с древними народами. Но сохраниться в своем вот в этом первозданном древнем виде удалось немногим. Евреям определенной степени удалось сохраниться, армянам удалось. Армяне тоже очень древний народ, раз жили с нами Урарту и так далее. И до Урарту они тоже откуда-то пришли, у них тоже есть своя история. Но урартийская, хуритская история, она настолько важна для истории, для понимания истории, что все хотят ее взять к себе. Вот и все. Поэтому не волновайтесь, мы с вами одной крови, так сказать. Вы все наши дети. Мы вас всех любим. Не переживайте, дело. Математика от персов пришла, пришла, не гони пургу, говорит Джеки. Нет, Джеки, до появления персов на исторической сцене были такие шумеры. Они жили 3-4 тысячи лет до нашей эры, то есть 6 тысяч лет. И вот тогда зародилось. И, кстати говоря, обращаю внимание, вот мы все как считаем, там 10, 11, да, на русском языке, например, 10, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33 и так далее. Десятизначные все цифры есть. Вот у нас, у чеченцев, они двадцатизначные идут. Двадцатизначные у нас идут. То есть пальцы на руках и на ногах сразу 20. Вот мы считаем до 20 считаем, потом, например, 40 у нас 2,20, 60 у нас 3,20, 80 у нас 4,20. Вот мы вот так считаем, у нас цифры. Так вот, изначально шумерская вот эта математика, исчисление, числовое исчисление, считалось именно 20-кратными, 20-значными вот этими числами. Шумерская. Это, конечно, не только у нас сохранилось, оно и у французов есть точно так же, они тоже говорят 4,20, это 80. Например, на русском языке 80, 8 и 10, да, 8 десятков. А мы говорим 4 двадцатых, короче говоря. Поэтому до появления персов уже математика существовала, очень сильно была распространена. Кстати говоря, вино, которое сейчас в Грузии очень вкусное, все его любят, и во всем мире о нем говорят, это тоже появилось еще со времен Ноя. Со времен Ноя. И это вино, кстати говоря, советую, грузинское вино, оно было распространено уже оттуда, это с Урарту, это все, и там и грузины, все, и армяне, и нынешние армяне, все эти люди там проживали. И не значит, что там все были чеченцами, нет, это не так. Поэтому вино тоже, да, наше, может. Так. Что у нас в ТикТок пишут? ТикТок у нас строго слушают, да. Так.
Как думаешь, что начнется, что предпримет НАТО, когда Россия влупит по всем производствам оружия и дронов во всей Европе, где известно, какая реакция будет Европы и Америки? Джоник, ну, во-первых, Русня не влупит Русня, потому что Русня на ладан дышит. У Русни все так плохо, как я даже и не мечтал. Я, конечно, надеялся, молился Богу, но я даже не мечтал, что будет так все плохо у Русни. Поэтому, Господи, благослови Украину, да, и ее великий украинский народ, да, и ее великую армию. Поэтому вот такие вот дела. Что будет? Россия будет мобилизовываться, чтобы сохранить этот террористический режим ФСБ и Путина, для того, чтобы хоть один день просуществовать на этой земле. Потом потихонечку они все сдадут, они все сдают. Просто они пытаются продлить, выторговать себе лишний день. И Россия издохнет, будем надеяться. Издохнет просто, понимаешь? Вот что произойдет. И Европа готовится, и весь мир готовится к сумасшедшей вот этой авантюре, которую Россия может ввергнуть Европу. Да, здесь она пытается теракты проводить, раскачивать ситуацию и так далее, но война в Иране, она должна была перевести войну между США, Израилем и Ираном в межцивилизационную войну, чтобы мусульмане и христиане друг друга убивали. Но, к счастью, в Америке нашлись такие люди, как Джо Кент и папа нынешний Лев XIV, и многие другие тут на Западе и в Америке нашлись люди, которые предприняли попытку и не дали, пока не дали, еще все не закончилось, не дали ввергнуть в хаос. Вот если бы удалось бы ввергнуть весь мир в хаос, да, тогда Россия наносила бы теракты, удары под видом исламистов, как они любят, под чужим флагом. И ситуация могла бы в корне измениться и для Украины, и для нас, чеченцев, и для всей Европы. Но, слава Богу, ситуация не пущена на самотек. Слава Богу, на земле есть люди, вне зависимости от их религии, национальности, расы, которые стоят на стороне Бога. И мы свидетели того, что как мы сегодня становимся свидетелями, как люди разных национальностей становятся в один ряд, хотя нас пытались поделить по национальностям, по религиям и так далее. Нет, есть добро, есть зло, есть демократия, есть диктатура. Вот и как делится человечество, и как оно всегда делилось в нашей истории. И слава Богу, у России и ее пособников не все получается. Очень, я надеюсь, не получится у них. А так, ну вот, как-то так. Я думаю, этот год будет очень тяжелым. Чем хуже России, тяжелее ей будет, тем больше она будет пытаться совершать разные диверсии и теракты. И этот год, следующий год, я думаю, будет еще таким тяжким для нас всех. И может быть, надеюсь, хотя только Всевышний знает, как все повернется, что к 29-му, может быть, к 30-му году мы выйдем к тому, что, я думаю, 27-й год, и 26-й, 27-й, эти годы будут решающими. К 28-му году, я думаю, мы станем свидетелями формирования новой мировой архитектуры безопасности, нового миропорядка, и все будет Ичкерия, Дэл Мукла. Дэл Мукла. Так, ассаламу алейкум. Я вас люблю, потому что... Чего? Потому что все читают Коран. Валейк салам. Все читают Коран. Ну, я не совсем понял, что ты имел в виду, но я тебя тоже люблю.
Вот если бы в 22-23 лупили бы, то России уже не было бы. Абсолютно точно, Абубакар. Если бы все собрались бы вокруг Украины, все бросили все силы на помощь Украине, уже давно бы вопрос был бы решен. Но не хотят его так решать. Здесь идет большая, знаешь, одновременно зарабатывание денег. Вот я же в начале стрима говорил, как россияне разбогатели. А представьте, сколько на Западе разбогатело. Сколько оружия сделано, произведено. Все западные, и российские, и западные, и американские военные заводы, компании просто днем и ночью, в 3 смены работают, не покладая рук. Поэтому никто не хочет побеждать, понимаете? И мы, люди, простые люди, должны понимать, что большие деньги, большие вот эти геополитика, она очень цинична, очень коварна и античеловечна, прямо скажем. И мы должны быть людьми оставаться, и должны их останавливать, чтобы они не бросали нас в топку, как мясо. Да, большому сожалению, Украине не помогли. Еще раньше, если бы в 94 году Джохара Дудаева послушались бы, давно всех поставили бы в стойло. Но мы сейчас говорим, что да, Украина терпит там убытки, теряет людей, Запад теряет убытки, но это в целом народы теряют. А какие-то хапуги на этом зарабатывали на геноциде чеченского народа, пока Россия уничтожала чеченский народ, многие с ней торговали, зарабатывали. Да, народы сейчас теряют, расплачиваются, украинские молодые люди гибнут, но какие-то люди в Украине зарабатывали, когда был геноцид чеченского народа. Сейчас Европа теряет колоссальный экономический спад, там, колоссальные средства теряет. Но какие-то люди зарабатывали, и они сейчас при деньгах, и они еще богатеют. Вот в чем беда. И пока это, не знаю, будет ли это когда-нибудь исправлено, потому что вот такой вот этот несправедливый мир, к сожалению. Это так, в России очень много проблем, везде, вокруг, армии, в экономике, в обществе, в бизнесе, везде большие проблемы. Да, Константин, абсолютно точно. И знаете, система накручивается до такой степени сейчас на России, что когда произойдет обвал, сейчас он медленно, он вроде бы незаметно кажется, но когда начнет происходить обвал, то один экономист, сейчас забыл его имя, который очень большой специалист в этой области, он говорит, что произойдет резкий обвал, что вот потихонечку накручено, и потом бам, и мощное падение произойдет. И мы все подходим к этому моменту. Я думаю, этот год, я надеюсь, и до следующего не дойдет, но в этом году будут большие изменения. Но это значит, что будет и большая кровь, потому что людоеды из Кремля, из Лубянки, они не будут просто так сдаваться. У них есть вот это все подопытное, подшефное вот это население, которое оно без сожаления, без жалости будет бросать в огонь, в топку, чтобы хотя бы один день прожить. Ни одного неверного слова, Аслан. Спасибо, Шамиль. Вы зло, говорит Вася русский. Но было бы, знаешь, мне категорически неприятно, если бы фашист из Русни считал меня не злом. Я горд, что вы меня объявили террористом на вашей фашистской России, экстремистом и иноагентом. Мне было бы стыдно иметь биографию в это трудное время, было стыдно реально, когда вы истребляли мой народ, а я не был для вас террористом и злом. Но злом и врагом вы сделали меня, ваша кучка, свора палачей из террористической банды КГБ, СССР, ФСБ. Вы сделали меня злом и врагом для себя. И так и будет. Нет, кот Кискин, не читал я Климова. Не знаю, о чем ты говоришь. Ну, хотя бы скажи, о чем эта книга? Может, Григорий Климов, если есть такой писатель, наверное, он автор не только этой книги.
В этом году еще с Кубой будет война и с Гренландией. С Гренландией не знаю, Куба будет капитулирована. Как думаешь, Турция может начать войну? Я думаю, сейчас у Турции не очень самое хорошее положение, чтобы начинать войну. Я думаю, что Турцию могут провоцировать на то, чтобы она включилась в войну, потому что сильная Турция, например, тому же Израилю в регионе не нужна. Потому что Израиль претендует на лидерство в ближневосточном регионе. И у него были все шансы, на мой взгляд, сейчас их поменьше стало в связи с этой войной в Иране и действиями Нетаньяху. Но что будет, только Всевышнему ведомо. Но я не думаю, что Турция заинтересована начинать войну. Я думаю, Турция заинтересована не начинать пока войн. И ей нужно укрепляться и становиться сильнее. У нее, потому что и в экономическом смысле не очень. Да и хотя армия очень мощная у турков, одна из лучших армий в мире, и вторая армия в НАТО. Но не знаю, что будет, посмотрим. Сурен, а я тебя не люблю. Ну хорошо, Сурен, и я тебя не люблю. Бывает, ты. А что долгую, что экономика России выше экономики Запада? Война – это сильная экономика. Путин сам признал, что экономика внизу РФ. Я молчу про Набиуллина и других экономистов РФ. Ну, знаешь, мне кажется, военное производство, оно дает деньги, дает такой прилив экономики, но это временно, потому что никакого производства нет, это все только расходный материал. Любое оружие, даже если танк не уничтожен, он стоит, от него толку никакого, наоборот, еще хранить его надо. Такие вот дела. Ва алейк салам, ляманаз, белер салам ашул хауэль маш. Так. Дым из Туапсе дойдет до Ставрополя. Говорят, уже дошел. НАСА, спутники НАСА фиксируют. О, мы уже 102 минуты в эфире, друзья. Фиксируют, что дым дошел, да. Дым дошел. Но это только начало. Просто украинцы, они долго запрягают, но очень быстро едут. Да. Они сейчас просто разминаются, да. И очень зря. Знаете, как Джахар сказал? Не точно, но приблизительно процитирую его. Не смейте обижать украинцев. Когда вы их обидите, и они придут забирать то, что вы у них забрали, живые позавидуют мертвым. Понимаете? Зря вы их раздраконили. Очень зря, да, очень. Очень зря, да. Так, что ты думаешь про геноцид греков, ассирийцев, армян? Я не знаю, о каком ты геноциде говоришь. Ну, я могу тебе сказать про сегодняшний геноцид, который произошел над моим народом. Над геноцид чеченского народа сегодня, на глазах всего мира, с доказательствами, огромным количеством видео, фото, уголовных дел, материалов есть.
Что думают греки, ассирийцы и армяне о геноциде чеченского народа, я бы хотел бы спросить. Давайте об этом поговорим. Я не знаю, что там было с Сантино. Там одни говорят был, другие говорят не было. Азербайджанцы говорят, что их вырезали, а армяне говорят, что их вырезали. Это большая трагедия. Я большим уважением отношусь к нероссиянским армянам, не пророссийским армянам и не пророссийским азербайджанцам. Большим уважением. И для меня эти два народа, ну, честно, если признаться, азербайджанцы это те люди, которые болели за нас. Вот я из своего личного опыта жизненного знаю. Армяне от нас открещивались. Они говорили, мы не кавказцы. Мне прямо в лицо говорили, мы не кавказцы. Мне писали в Facebook, мы не кавказцы, мы из Закавказья. Мы к вам никакого отношения не имеем, говорили. Но сегодняшний курс Пашиняна, европейские армяне, американские армяне, сегодняшние армяне в Армении, они мне симпатичны. Но азербайджанцы мне симпатичны, потому что трудное время, они наших беженцев принимали. Они нам просто по-человечески сочувствовали. Знаешь, когда тебе в трудное время скажут доброе слово даже, это очень ценно. Очень ценно. И мы, чеченцы, это запоминаем навсегда. Поэтому, но я бы хотел, чтобы эти два народа жили в мире. Я бы очень хотел, чтобы эти два народа не убивали друг друга. И у нас с азербайджанцами хорошие отношения, и с армянами хорошие отношения. И мы хотели бы быть такими объединяющими их, недостающим таким звеном в Нахичеване. В том же. Мы не претендуем на Нахичевань ни в коем случае, друзья. Это не об этом речь, но о том, что мы хотели бы, чтобы эти два народа жили в мире. Потому что мы уважаем оба эти народа. Понимаете? Как-то так. А то, что там одни говорят, у нас это было, другие говорят, плохо, что было. Давайте придем к честному признанию ошибок всех сторон. Своих. Надо признавать свои ошибки. Только так мы сможем дойти до того, до чего мы дойдем. Как-то так. Украина создаст армию дронов в 2026 году. Россия может ее догнать по производству дронов. Не знаю, что Россия может. Я думаю, что если бы мир и США в первую очередь захотели бы, то Россия бы давно бы уже проиграла бы. Но, к сожалению, этого пока не хотят. Басаев воевал против армян, может, из-за этого. Я думаю, Басаев набирался опыта и вооружался. На стороне армян были российская армия, и это, наверное, было определяющим, почему он был на стороне азербайджанцев. Может быть, с этим связано. Я не знаю, почему. Но я могу сказать, что армяне хорошие воины. И это никуда не делось. Они еще в Урарту были воинами. И уже 2500-3 тысячи лет они воины. И, может быть, и раньше были. Поэтому армяне очень хороший, достойный народ. Как и все народы, в принципе. Понимаете? Поэтому нужно созидать. Я про Турцию, а не про азербайджанцев. Не знаю, что ты от меня хочешь услышать. Нахичевань – это Нохчи земля. Да, Амза, это правда. Но мы не это нужно говорить, чтобы потом нам не настраивали против нас народы и так далее. Мы говорим только об историческом просто прошлом и все. У нас есть своя Чеченская республика Ичкерия. Демократическое, правовое, суверенное, независимое государство. Оккупировано фашистской Россией. Точка. Мы претендуем только на эту землю. Все. Вроде Израиль говорил, чтобы остановили войну. Да, совершенно верно. С перевесом в один голос Кнессет Израиля призывал остановить войну. К сожалению, не хватило одного голоса, чтобы Кнессет вынес резолюцию по этому поводу. И, к сожалению, Израиль был в одиночестве. Даже в этом своем неполном, не самом успешном голосовании он был одинок. Наши братья, соседи,
мусульмане были намного дальше Израиля в этой поддержке. Да? И исламские государства, так называемые, и все остальные лизали пятки фашистской России. И тот же Иран, который сейчас такой весь защитник мусульман, весь такой там супер-пупер, герой Икс. Вот этот Иран был одним из главных, которые на конференции исламских государств не принял резолюцию Азербайджана и Саудовской Аравии о том, что над чеченцами идет геноцид, что над чеченцами нужно немедленно помочь чеченцам и остановить эту войну. И Иран был тот, кто заблокировал, один из главных, кто заблокировал. За это Иран получил продолжение достроить Бушерскую АЭС. Кстати говоря, из-за вот этого атома сегодня у него все проблемы. И Али Хаминеи, он был один из тех, вот как судьба, да, развернулась. То, что они продали чеченцев, да, кровь чеченцев продали за то, чтобы у них появились ракеты, технологии от русских, и Бушерскую атомную электростанцию им русские достроили за то, чтобы в мусульманском мире вопрос чеченский не обсуждался. Вот такие вот были вот сегодняшний режим. Я к персам, к иранцам, к шиитам отношусь абсолютно с уважением, как ко всем. Но этот режим поступил вероломно, подло, называя себя мусульманами. И сегодняшний Мунир такой есть, пакистанский, который сейчас в переговорах участвует, там, пытается там с Трампом и с иранцами там договариваться. Вот этот Мунир, вот Аят Эдигов, наш председатель, бывший председатель парламента, нынешний сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Эдигов, он говорил, что он когда обратился к этому Муниру, его Трамп называет фельдмаршал, там, как его там Мунир, что он сказал, ну вы сперва освободитесь, а потом мы вас примем, вот эту исламскую организацию, конференцию и так далее. Братья-мусульмане, так сказать, да. Поэтому мы все помним, нет худа без добра, так сказать, шоры, туман, который был на глазах у чеченцев, спал. Мы увидели, что все это чушь собачья, которая нам рассказывают, что мы какие-то там братья, что мы должны всем помогать и так далее. Это мы должны, чеченцы, всем помогать, когда кому-то нужна помощь. А когда нам нужна была помощь, и в этом мире больше нуждающего в помощи не тогда, не сейчас. Может, сейчас украинцы больше нуждаются, чем сейчас мы нуждаемся. При всем при этом украинцам есть даже поддержка в этом мире. У нас не было и этой поддержки. Но нас приняли католические, христианские, европейские страны. Треть или даже больше нашего, 40%, 30-35% наших людей приняла именно Европа. Германия, Франция, Австрия и многие-многие, да, Турция приняла, Азербайджан принял. Но у Азербайджана не было возможности, и после того, как Эльчебея не стала, алиевская вот эта КГБшная власть, она нас не очень жаловала, выдавала наших людей фашистской России, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот такой вот этот мир оказался. Но нам рассказывали сказки, да, мы братья-мусульмане, давайте. А потом оказалось, за ракеты, за которые сегодня этот Иран получает по голове, атомные вот это технологии, за которые он по голове сегодня получает, это за нашу кровь получил Иран, понимаете? За то, чтобы русские могли нас убивать безнаказанно и в арабском исламском мире, так называемом исламском мире, чтобы у него там и нефтью торговать, свои дела делать и так далее. При одном просто желании арабский мир, исламский вот этот нефтемир, так сказать, мог бы при одном желании уронить нефть, ввести санкции, потребовать просто. Ни одна сука не потребовала. Ни одна просто. Азербайджан, Саудовская Аравия, они потребовали. Я имею в виду, вот, чтобы вот массово так взяли.
всех народы я не имею в виду, я власти этих государств имею в виду. Как-то так. Но, друзья, как бы не было нам с вами интересно, время наше подходит к концу. Гутен Абанд, дорогая бандеровка, приветствую тебя. На этом я свой сегодняшний стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра я постараюсь также выйти в эфир. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ночек Амдинаду, Ичкерия Йолшью. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль Машуэль. До свидания.